Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Срочные горячие новости, о чем вам обязательно нужно узнать прямо сейчас, когда вы открыли это видео. Загадайте, пожалуйста, на себя, мысленно либо вслух, задайте вопрос. О каких горячих и срочных новостях мне необходимо узнать прямо сейчас, в это самое мгновение. И пусть нужная информация вас, мои дорогие, обязательно найдет. Также всех вас, мои любимые, спешу сердечно поблагодарить за то, что выбираете быть со мной, и за ту невероятную теплую поддержку, которую вы мне даете в комментариях, лайками, донатами. Земной вам поклон. И пусть вам воздастся, пусть вернется в миллион раз больше. Итак, давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, ничего себе! Вот это новость! Здесь вас кто-то полюбил, причем полюбил по-настоящему, да так сильно, что человек сам не свой. Вот мне идет, что влюбленный человек идет вас завоевывать, да, вот приглашать на свидание, признаваться вам в чувствах, дарить вам цветы, там всячески ублажать. Мужчины и женщины одинаково предсказания, да. Женщины тоже умеют ухаживать за мужчинами, ничего тут такого нет. Почему бы и нет? В современном мире это нормально, это реально. Вот. За женщиной будет ухаживать мужчина, причем очень настойчиво будет ухаживать, а за мужчиной будет ухаживать женщина, тоже очень, не менее настойчиво и не менее красиво. Вот это новость, вот это поворот. Вы тут о проблемах думаете, о любви надо думать. Видите, как все повернулось? Человек буквально вас боготворит, готов на руках носить, там пылинки с вас сдувать, стать вашей тенью, на руках вас носить и что хочешь. Хочешь луну, хочешь звезду, хочешь солнышко, все вам даст. Все, что есть, отдаст. Любовь, кстати, очень сильная, прям коснулась сердца. Да, ждите, встречайте. Может быть, с завтрашнего дня, может быть, через день человек прям от вас не отойдет. Решил вас, либо решила вас добиваться. Все, не буду молчать о своих чувствах, буду добиваться. Дальше, мои хорошие. У мужчины за спиной большая утка. Но утка — это к деньгам, это к достатку, это к доходу. За спиной у мужчины. Если вы мужчина и вы в поисках работы, либо в поисках заработка, подработки, дополнительного дохода, то у вас доход буквально за спиной. Либо предложение о хорошей работе, либо денежный заказ, да, возможность заработать у вас буквально за спиной. Утка с вас размером. То есть это очень хорошие деньги, либо очень хорошие возможности с перспективами роста. Вы еще эту утку не видите, но она уже рядом за спиной находится. Когда эта утка перед глазами у вас станет, вы прям в пляс пойдете. Прям пританцовывать будете. Тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже, пусть у всех исполнится. Даже если не ищете работу, у вас тоже пусть исполнится. А здесь у меня две женщины. Две женщины, которые о чем-то договариваются. Договариваются, между собой договариваются, либо с кем-то договариваются, но не вдвоем. Если это вы и еще одна женщина, и вы договариваетесь друг с другом, то здесь хорошая новость, горячая новость заключается в том, что
вам готовы пойти на уступки, причем на любые уступки. Вот что не попросите, там человек очень заинтересован в вас, и он скажет: окей, все по рукам, да, только давай вместе это делать, либо давай там ты на меня поработаешь. Уже все, вы продавили этого человека. Если вы две женщины и с кем-то договариваетесь, то пусть ваша подруга молчит. Ну, либо та женщина рядом молчит, потому что она какая-то вообще ни рыба, ни мясо и может все испортить. Вы сильная личность, вы знаете, как выстроить диалог, вы знаете, какие слова, да, какими словами оперировать, как достучаться. Поэтому пусть та другая женщина просто будет поддержкой, молчаливой поддержкой рядом. А говорить должны только лишь вы. Иначе она вам все испортит, запортачит. Так показали. Но тут с правой стороны события, в принципе, все должно получиться и очень удачно должно для вас получиться. Еще одна горячая новость касается открытия дорог. Куда-то дороги откроются. Это уже произошло, но просто об этом как молчат, да, либо информация еще не вошла в эфир. Но вы об этом скоро совсем узнаете, и вас эта новость очень порадует. Может быть, вы хотели куда-то поехать, где-то побывать, но из-за каких-то событий вам пришлось там откладывать, переносить, либо вы в таком состоянии, что вы не уверены, в принципе, будет ли возможность поехать или нет. Ну, может, обстановка какая-то не очень сопутствующая. Но вот дороги открываются. Мне идет, что дороги открываются. Уже первые люди там куда-то поехали. Но пока это неизвестно всем. Но скоро все узнают. Порадуйтесь. Здесь вы точно порадуетесь. Вы как готовитесь к худшему, а придет лучшее. И еще, мои хорошие, вот здесь показан человек, как будто бы какой-то клоун, шут. В какой-то одежде такой, знаете, странный, как маскарадный костюм. Человек ведет себя абсолютно, ну вот на отвали, да, на оторви и выброси. Но по сути человек очень ответственный и порядочный. Горячая новость заключается в том, что этот человек что-то такое сделает, либо как-то так поступит, что вы будете охать и восхищаться. И скажете: да как же так, на лицо, ну, дурак дураком, ну, либо там посмешище, шут гороховый, а вот такие вещи умеет делать, да, либо так честно поступает, либо может того и того добиться. Вообще будете преисполнены восхищением. Ну, вот говорят же, нельзя судить по внешности, судить по делам, а не по внешности. Вот в очередной раз вы убедитесь, что эти слова, они очень справедливые, что вот народная мудрость, да, мудрость наших предков, она вот очень точна. Может быть, даже с этим человеком никто не хочет иметь дела, потому что люди смотрят на внешность и думают: о, волосы там в разные цвета крашеные, там серьга в ухе, одет как в рванину, может быть, да, может там какой-то такой дикий casual. И никто не хочет сотрудничать, либо иметь дела. А человек просто так выглядит, а по сути очень профессиональный, порядочный и честный. В общем, восхититесь, вы этим человеком восхититесь. Сразу не будете обращать внимание на внешность, и, в принципе, потом и в будущем к другим людям тоже будете так относиться. То есть по внешности судить не будете. Дальше. Вам совсем скоро поступит телефонный звонок. Говорить будет женщина, но от имени мужчины. Какую-то важную информацию сообщит. Важную. А может быть, вас даже куда-то позовут, пригласят. Номер, может быть, незнакомый, может быть, знакомый номер, но вы не должны пропустить этот звонок, потому что там женщина не очень родивая. Может быть, если там с первого раза не дозвонится, то и уже и перезванивать не будет. Поэтому будьте на телефоне, будьте на связи. Заряжайте свой аппарат и проверьте звук, да, стоит ли он на полный звук. Если нет, то поставьте какой-то важный звонок, который нельзя пропустить. Дальше показывают мужчину на деревянной лошадке. Знаете, вот такая палка и там типа плюшевая голова лошади. У моего сына такая была. Ну, лошадка не настоящая, и мужчина не тот, за кого себя выдает. У вас, скорее всего, были подозрения, но мужчина так красиво о себе рассказывал, какие-то аргументы приводил, какие-то доказательства, что вы так, ну, в смятении, в сомнении по сей день находитесь. Но правда раскроется. У мужчины деревянная лошадка. То есть это как минимум он нигде не работает. Максимум он какой-то голодранец, да, в долгах, как в шелках.
ну и на этой палке, да, на деревянной лошадке. Возможно, этот мужчина за вами ухаживает, возможно, этот мужчина, там, не знаю, за дочкой, за внучкой ухаживает, возможно, за вашей подругой ухаживает. И вы такая: так и знала, что голодранец. Да, ваша интуиция в очередной раз вас не обманула, не подвела. Почаще верьте, это очень мощный инструмент, интуиция, которая позволяет заходить за грани и получать информацию о том, что другим неведомо. У кого есть интуитивные способности, вам очень повезло, и вы должны не пренебрегать ими, не стесняться их, а пользоваться ими. Пользоваться не только на благо себе, но и тем, кто вас окружает. Дальше, мои хорошие. Какие-то колючие кусты. Дорога ведет в колючие кусты. Ну, колючие кусты — это проблемы, это какие-то болезненные моменты, это могут быть болезненные слова. Но вам нужно это пройти, другого пути нет. Возможно, это какие-то бюрократические моменты, возможно, это какие-то люди такие, знаете, недоброжелательные, будут там на вас кривиться, коситься, волком смотреть, может быть, там будут вас футболить, но вы должны это пройти. Другого пути нет. И если вам кто-то обещает другой путь, говорит: я тебя проведу там, где кустов нет, то человек вам врет. Другого пути нет. Вот, поэтому надо потерпеть во имя вашего будущего блага. Ну, считайте, что это какое-то испытание, которое вы должны пройти. Мне вот, знаете, как больше идет, что это колючее отношение, колючее обращение, грубое обращение. Может, вот действительно бюрократы, чиновники, может быть, какие-то там псевдоспециалисты, которые, как местные царьки, строят из себя не пойми что, на людей срываются, как эти собаки на цепи. Но вы должны пройти, другого пути просто нет, только так. Еще одна горячая новость заключается в том, что здесь какие-то люди как добиваются чего-то. Вы в этом не участвуете, вы от этого далеки, но у вас схожая проблема, либо такая же проблема, как и у тех других людей. Пока вы живете, ничем таким не занимаетесь, проживаете свою жизнь, эти люди добьются, чтобы проблемы решались, либо чтобы что-то случилось. Смотрите, и им хорошо, и вам прилетит, и вы можете этим воспользоваться. Может быть, задолженность там по зарплате, да, работодатель не платит, и у вас там профсоюз, и они там в суд пойдут, либо они куда-то будут обращаться там, к правительству, к каким-то органам, добьются того, чтобы задолженность предприятия либо собственник выплатил. Может быть, это как-то связано там, с законами, там, не знаю, предпринимательства. Может быть, это связано с какими-то правами граждан на что-то. В общем, добьются. Эти люди добьются, а вы просто хорошие новости получите. Какие они молодцы, какое благое дело сделали. Ну, что-то приятное, очень приятное. Может быть, вы и не участвуете, потому что вы не верите в перспективность. Да? Вы думаете: ничего не будет. На самом деле люди добьются. И вам вот последствия, волна последствий и до вас дойдет. Но эта волна очень теплая, и в ней не тонешь, а на ней сверху сидишь, катаешься. Да, это будет. Скорее всего, в ближайшее время вы узнаете, что эти люди что-то предпринимают. В очередной раз скажете: ерунда это все, да, все равно ничего не добиться. Но поверьте, там точно будет результат. Так, еще одна горячая новость о скандале. Из-за вас какие-то люди поскандалят. Скандал. Очень похоже, что мужчина с женщиной поругаются из-за вас. Мужчина любит вас, настроен в вашу сторону положительно, с любовью смотрит, а женщина прям, ну, как ненавидит вас. И вот они поругаются. Поругаются так, что перестанут общаться. По крайней мере, мужчина эту женщину как будто бы от себя отрезает. И говорит: все, нам с тобой не по пути. Знать тебя не хочу, видеть тебя не могу. Ты не принимаешь мои чувства к этой женщине, ну, к вам, да. Ты вмешиваешься, ты подлая, ты коварная, ты лживая. Да, вот как-то так он ей резко скажет. Вы об этом скандале узнаете не от мужчины,
а узнаете от этой женщины, она вам будет в вину ставить, что вот я из-за тебя с сыном поругалась, либо вот я из-за тебя там поругалась с этим мужчиной. Вот. А вы с ней тоже особо там не церемоньтесь, не объясняйтесь, вообще не стоит с ней общаться. Она на взводе, она что угодно может наговорить, вам это слушать не надо. Ну, новость о том, что они поругались, если честно, вам сердечко согреет, да? Возможно, действительно женщина кровь пила вам, ну, либо портила ваши отношения с мужчиной, была врагом ваших отношений. Теперь, видите, они будут общаться, у вас все хорошо будет. Так, здесь у вас справа огромная птица летит. И в лапах что-то несет, тяжелое несет. Это не письмо. Но письма такими тяжелыми не бывают. Очень похоже на какую-то посылку. Либо раньше времени придет. То есть у вас там получение, допустим, назначено на одну дату, а птица прям гораздо раньше прилетит. Либо, в принципе, вы не ждете никаких посылок. Для вас это будет большим сюрпризом, когда вы там корешок, например, получите, что вот приходил этот посыльный, либо почтальон, и вас, например, не было, теперь на почту идите. Либо сразу на почту идите, забирайте. Либо вам звонок от курьерской службы, что мы везем вам посылку. Вы так, ничего себе. Прям интересно станет, приятно станет, да? Птица большая, тяжелая вам несет. Еще одна горячая новость. Какие-то манипуляции тут. Манипуляции, как будто бы с чувствами людей играют, либо на чувствах людей, на страхах людей. Что-то с деньгами связано. Либо какие-то новости про деньги, там подорожание, тарифы растут, может быть, там что-то с валютами связано. Паника. У людей в некоторых случится паника, но паниковать не стоит, потому что это какая-то манипуляция. Мне идет, что манипуляция. Хотят из людей, не знаю, последние копейки вытрясти, либо заставить людей, может быть, эту валюту менять. Вот что-то хотят сделать. Какие-то вот люди хотят, власть имущие, я так понимаю, либо какие-то мошенники распускают эти новости, чтобы люди еще беднее становились. Вот. Не реагируйте на подобные новости. Но даже если это и происходит, то что вы сделаете? Ничего не сделаете. Уже не раз такое было, и ничего, все живы-здоровы, как-то приспособились, живут. Там никто ничего не выиграет, кроме вот этих людей, которые эти новости распускают. Это они только могут нагреться, выиграть. А обычный человек нет, только лишь потеряет. Обидно, конечно, но видите, что есть, то есть. Вот. Не реагируйте, все, пусть это пройдет мимо вас. Хотя, наверное, из каждого утюга будут об этом кричать. И вам знакомые могут об этом говорить. Ну, делать ничего не надо, иначе то, что есть, потеряете. Так, а вот здесь у нас какая-то мировая повестка. Что-то в мире происходит такое, что люди говорят: о, ничего себе, еще этого нам не хватало. Ну, звучит страшно, а по факту окажется, что ну такое, знаете, ни туда, ни сюда. Вас это точно не коснется. И, судя по всему, этой мировой повесткой хотят от чего-то более важного отвлечь. Просто вот отвлекают. Там, не знаю, какой-нибудь очередной, я не знаю, вирус появится. И все такие: о боже, опять что ли? Ну, на самом деле просто отвлекают от чего-то. Может, про какие-то там катаклизмы будут говорить, еще про что-то. Отвлекают. Мне идет, что отвлекают. Тоже не стоит на это внимание обращать, уж тем более не паниковать. Еще одна горячая новость заключается в том, что вы на вранье кого-то поймаете. Человек так сильно заврался, либо так долго врет, что уже забыл, с чего начал. Да? И тут очередной какой-то разговор, и вы буквально человека за руку поймаете. Начнете проводить там параллели, сравнительный анализ и скажете: ну как так, объясняет человек. Ну, либо признается, если не совсем потеряно, если совесть, хоть какие-то зачатки совести есть. Ну, либо будет врать до конца, еще и психовать на вас будет. Тогда уже все, бессовестный, и с таким человеком лучше прекратить общение. Тут мне идет, что лжеца на вранье, в
поймаете, прям за руку поймаете. У вас прям озарение, да, память вам поможет, озарение придет, что человек в очередной раз начнет врать. Еще одна новость касается больше тех, кто работает, и вот как конкурентной среды. Может быть, вы бизнесом занимаетесь своим, да, у вас, как и у всех, есть свои там конкуренты. Может быть, на работе у вас там жесткая конкуренция за какие-то бонусы, там, премии, может быть, там вакантные места. Ну вот мне идет, что какая-то конкуренция. Здесь новость придет о том, что все уже, ну, как решили, либо какой-то случайный слепой выбор прошел. Здесь ваши конкуренты будут ходить серо-буро-малиновые, в клеточку поцарапанные. Такими несчастными вы их еще не видели. Люди не просто теряют возможности, а больше даже идет, что они теряют то, что имели. Опять же, не могу понять, с чем это связано, вы все слишком разные. Но вот увидите, прям на лицах будет написано, что они несчастны, может, они будут говорить об этом, что вот мне не повезло, у меня прям все, вот как сокращение, да, под сокращение попал, либо бизнес прогорел, там не могу потянуть, там на штрафы на какие-то нарвался, как аннулировали компанию, может быть. Вот. А вас прям совсем не заденет. То ли вы не претендовали, то ли вы тихо себя вели, то ли вы все делали правильно. То есть вас это совершенно не коснется. Новость заключается в том, что у вас не будет конкурентов, либо все ваши конкуренты ликвидируются, самоликвидируются, либо кто-то ликвидирует. Вот, и вы такая, ничего себе, ничего не делала, и так приятно, да? И конкурентов нет. Не могу понять, что это конкретно. Может быть, у вас отыграется, вы вернетесь к этому видео, объясните. Мне прям тоже очень интересно, что это. Для вас это хорошее, для ваших конкурентов это все, это конец. Такой момент. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.